Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем обо всем, что произошло в республике к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Данный вечер является примером того, как нужно относиться к своей истории. Самоотверженный и бесстрашный воин, преданный родине. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Исыплиева. Знаменательную дату отметили на сцене Осетинского театра. Так постоянно. Везде мусорки развалены, уже в дома попадает. Это что такое? Пасутся на дорогах и создают аварийные ситуации. Домашние животные часто становятся причиной смертельных ДТП. Очередной несколько дней назад произошел на трассе Владикавказ-Алагир. Детки оставляют здесь свое напряжение и уходят с позитивными эмоциями. Новые алгоритмы социальной и медицинской реабилитации. Республиканский детский центр «Томиск» стал победителем конкурсного отбора инновационных проектов. Двадцать 25 ноября в стране отмечают День российского военного миротворца. С профессиональным праздником военных, призванных на особую миссию, поздравил Сергей Миняйло. Глава Северной Осетии отметил, перед ними стоит ответственная задача – защитить мирное население и нивелировать угрозу безопасности в определенном регионе. Российские миротворцы добросовестно участвовали в урегулировании десятков конфликтов в Боснии и Герцеговине, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Судане, Сьерра-Косово, Таджикистане, Анголе, Нагорном Карабахе и других. В августе 2008 года Сергей Миняйло участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, возглавлял группировку войск миротворческих сил Черноморского флота. Руководитель региона пожелал всем миротворцам крепкого здоровья, сил и терпения, мирного неба над головой. Военная прокуратура Владикавказского гарнизона Южного военного округа отмечает 70 лет со дня своего образования. Со знаменательной датой личный состав также поздравил Сергей Миняйло. Он поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за самоотверженную работу, весомый вклад в укрепление законности и правопорядка. За добросовестное исполнение служебных обязанностей указом главы почетной грамоты Республики Северная Осетия Алания награжден военный прокурор, полковник юстиции Сулейман Сулейманов. Благодарственных писем главы Республики Северная Осетия Алания удостоены старший помощник военного прокурора, капитан юстиции Давид Газаев, помощник военного прокурора, лейтенант юстиции Виталий Клепко, старший специалист второй категории военной прокуратуры Наталья Басулина, ветеран органов военной прокуратуры, полковник юстиции Александр Тиблоев. Сегодня еще одна знаменательная дата – 120 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Исы Александровича Плиева. С важным событием жителей поздравил Сергей Миняйло. Глава отметил, Иса Плиев – человек, ставший при жизни настоящей легендой, самоотверженный и бесстрашный воин с богатым духовным миром и непоколебимой преданностью Родине. История жизни Исы Александровича похожа на кинофильм. Он прошел трудный, но доблестный путь от рядового кавалериста отряда особого назначения до генерала армии. С первых дней Великой Отечественной войны Иса Плиев со своими казаками и кавалеристами оборонял Москву, Сталинград, освобождал Украину, Одессу, Белоруссию, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Брно, Братиславу и Прагу. Первой золотой звезды Героя Советского Союза Иса Александрович удостоен за освобождение Одессы в 1944-м. Второй звездой награжден в 1945 году за то, что смог склонить к сдаче многотысячный японский гарнизон крепости Жэхэ в ходе Советско-японской войны. Именно генерал армии Плиев был командующим ограниченного контингента советских войск, в том числе и ядерных ракет на Кубе в ходе Карибского кризиса, и мог без согласования Кремля применять ядерное оружие на свое усмотрение, и тем не менее проявил выдержку.
Иса Александрович – один из самых выдающихся военачальников времен Второй мировой войны из представителей коренных народов Северного Кавказа. Мы бережно храним память о нем и его великом ратном деле. В честь 120-летия со дня рождения Исы Александровича Плиева, а также памяти героев Советского Союза, генералов армии Хаджи Умара Мамсурова и Георгия Хитагурова в Осетинском театре состоялся торжественный вечер. На сцене выступили хор национальной песни под руководством Ольги Джанаевой, государственный ансамбль «Алан» и другие артисты и коллективы республики. Концерт организовали по инициативе фамилии Плиевых, истфака СУГУ и общественности. Иса Александрович, мы знаем его большую роль не только во время Великой Отечественной войны, да, во время вообще Второй мировой войны, во время событий, которые происходили на Востоке. Об этом говорить можно бесконечно долго. У нас в городе действует мемориальный музей Исы Александровича Плиева, в котором собрано очень много материалов, связанных с его жизнью, деятельностью. И вот в этот день мы также, вы, наверное, заметили, что здесь присутствует очень много молодых ребят, студентов, школьников. Это мероприятие прежде всего направлено на то, чтобы люди узнавали и знали, и отправились в том числе и в этот музей, да, посмотрели выставку, узнали больше о Великой Отечественной войне и о роли наших земляков, вот, про которых мы сегодня говорим, в этой победе. Вечер-концерт в честь 120-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики Исы Плиева состоялся и в Театре оперы и балета, филиале Мариинского театра. Прозвучали песни военных лет, стихотворения, героические музыкальные произведения, выдающимся полководцы. На сцене выступили солисты Театра оперы и балета, филиала Мариинки, мужской хор Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева, коллектив школы танцев Нодара Плиева и другие артисты. Прозвучала и монгольская народная песня в исполнении солистки Театра оперы и балета Марии Рынчиновой. Вечер-концерт – часть цикла из летописи Владикавказа. Автор проекта – народная артистка России Лариса Гергиева. Данный вечер является примером того, как нужно относиться к своей истории и как нужно ее разумно использовать для решения сегодняшних задач. Если взять 1903 год, в этом году родились три великих военачальника. Это Иса Александрович Плиев, Георгий Иванович Хитагуров и Хаджи Умар Джурович Мамсуров. Три имени, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны, в сохранение нашей истории. Конечно, Осетия должна об этом говорить, должны быть какие-то мероприятия, где его вспоминают, его чествуют. Это нужно не только тем, которые вот сейчас живут и знают о нем, но и тем, которые будут когда-то нашими потомками. Они должны помнить о нем и быть благодарными ему, испытывать светлые, такие хорошие чувства. В Москве глава Сергей Миняйло и директор Академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель – развивать искусство, культурно-просветительскую деятельность в Северной Осетии, проводить с непосредственным участием федерального учреждения научно-практические конференции, семинары и круглые столы, тренинги и мастер-классы ведущих деятелей театра, обменные гастроли и многое другое. В планах и совместно организовать выставочные проекты. Сергей Миняйло поблагодарил руководителя театра за вклад в сохранение и развитие культурных связей. Народный артист России Евгений Князев предложил создать во Владикавказе литературный музей Гайто Газданова, писателя, высоко оцененного Иваном Буниным и Максимом Горьким. Сергей Миняйло одобрил инициативу и обещал поддержать предложение вахтанговца. К другим темам. Больше 10 дорожно-транспортных происшествий произошло в Северной Осетии из-за наезда на животных. Только в этом году жертвами стали 6 человек. Очередной несчастный случай несколько дней назад случился на трассе Владикавказ-Алагир. Проблеме уже много лет. В некоторых районах ее стараются решать. В Беслане даже работают специальные штрафстоянки. Все подробности в материале моих коллег. Трагедия произошла на 32-м километре трассы Владикавказ-Алагир. Водитель попытался не задеть лошадь, выскочившую на дорогу, и выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибли 4 человека. По статистике, в Северной Осетии животные нередко становятся причиной аварий. С начала 2023 года на территории республики зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животные, из которых
В 11 ДТП погибло 6 человек и получили ранения 23 человека. Специалисты настоятельно просят хозяев скота следить за тем, где пасутся их животные. Это ни в коем случае не должны быть дороги и федеральные трассы. Госавтоинспекция МВД Республики Северная Осетия-Алания обращается ко всем владельцам сельскохозяйственных животных не допускать безвольного выпаса скота, а также нахождения животных на проезжей части, а к автовладельцам особо внимательно относиться к передвижению в населенных пунктах, а также в ненаселенных пунктах, где возможен появление животных на проезжей части. А вот в Беслане проблему с домашним скотом на дорогах начали решать следующим образом. В городе работают так называемые штрафстоянки. Бродячих коров привозят на ферму. Здесь их кормят, охраняют, осматривают ветеринары. Обнаружив потерю, владелец может забрать скот. Содержание одного животного в сутки обойдется в 2500 рублей. Если хозяин не объявился в течение полугода, корова переходит во владение администрации. Действуем согласно законам Республики Северной Осетии. Статья 8 об административной ответственности за отдельные виды нарушения, выпас сельскохозяйственных животных вне специально отведенных местах, согласно которого у нас действуют штрафные санкции. Мы сегодня уже начали этих коров отлавливать, отвозить их в специально отведенные места, на ферму, где к этим коровам есть специальный уход. В свое время, когда мы задерживаем этих бродячих животных, мы составляем акты. Сейчас повсеместно проводится идентификация животных, чтобы видно было по бирке, по номеру, кому эта корова принадлежит, кому данное животное принадлежит. Проблему с бесхозным скотом на дорогах республики давно пора решать комплексно. Об этом говорит и статистика, которую мы приводили выше. Недавней трагедии можно было избежать. Важно лишь понять, безопасность на дорогах – наша общая ответственность. Автовладельцев, пешеходов и даже владельцев домашних животных. Георгий Запаров, Алена Агаева, Диана Кабалотти. Новости Осетии. Детский реабилитационный центр «Тамиск» стал победителем конкурсного отбора инновационных проектов. Теперь в учреждении смогут внедрить новые методики социальной и медицинской реабилитации. Специалисты уже прошли необходимое обучение. Обо всем подробнее в репортаже Залины Калмановой. Мы должны докатить этот ежик путем, делаем горочку для ежика, чтобы он скатывался. Эту интерактивную песочницу разработали специально для детей. Приятная подсветка увлекает. Процесс помогает выразить все переживания без слов. Благодаря такой терапии ребенок может достичь полного спокойствия. В реабилитационном центре «Тамиск» работают опытные специалисты и психологи. Они проводят для ребят специальные тренинги в игровой форме, помогают развивать моторику и снять стресс. Детки оставляют здесь свое напряжение и уходят с позитивными эмоциями. То есть они здесь разгружаются. Также песочная терапия помогает им в развитии тактильных ощущений. Специалистам-психологам со всей республики провели экскурсию. Они убедились, для детей есть все условия. Ребята могут самостоятельно лепить фигуры из глины, делать подделки. Лечебному профилю в центре уделяют особое внимание. Здесь работают с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Сам центр рассчитан на 170 мест. В номерах и игровых зонах есть все для комфортного пребывания. Самое любимое место, мне кажется, это наш сухой бассейн. Дети очень любят заниматься там. У нас проходят как активные игры, там, так и сеансы релакса. Дети говорят, что там бывает эффект невесомости и очень хороший эффект массажный получается. Реабилитационный центр «Тамиск» стал победителем конкурсного отбора инновационных проектов и получил грант на создание региональной площадки для детей с психоэмоциональными травмами. На базе учреждения ведут алгоритм социальной и медицинской реабилитации. Специалисты центра обучались в Нижнем Новгороде и Перми. План проекта уже подготовили и приступили к его реализации. В рамках проекта будет создана зеленая комната, в которой мы тоже предполагаем проводить определенные мероприятия организационные, где включены в состав межведомственная группа, где будут включены специалисты, которые будут с нами взаимодействовать. Помощь получат и дети, находившиеся в зоне боевых действий. На территории центра уже сейчас развернули пункт временного размещения детей из Донбасса. Благодаря гранту они тоже пройдут социально-психологическую реабилитацию. Залина Калманова, Диана Кабалотти. Новости Осетии.
В Национальной библиотеке открылась фотовыставка Мишеля Гаштанта. Всего в экспозиции больше 50 работ, и делятся они на несколько серий. «Время архитектора», «Сплин», «Детство», «Колыбель», «Возвращение», 3 фотографии, «Смотритель» и «Осетия». В них художник показывает свою жизнь, пейзажи, ландшафт и архитектуру нашего города. Кстати, часть фотографий снята на полупрофессиональную карманную камеру. Выставку можно посетить до 24 декабря. Мишель Гаштант родился и вырос во Франции, учился в Национальной киноакадемии в Голландии, изучал политологию и международные отношения Великобритании и США. Сейчас автор работает над галереей фотопортретов осетинских женщин. Это про мою жизнь. Это фотографии сняты вживую, в жизни. Я никогда не снимаю фотографии постановочно. Пока такого не было, хотя на будущее я думаю, немало людей уже знают, но готовлю галерею женских портретов осетинских женщин. И там уже появляется элемент постановочно, но не совсем. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.